Салам достор. Россия жергесинде дагы документ боюнча кыргыз жарандарына жаңылык бар. Азыркы учурда полиция кызматкерлери МВДнын 2021 жылы чыккан приказы менен кыргыз жарандарынан миграционный картаны узарттыбы же узарткан жокпу, печать койдурдубу же койдурган жокпу деп ошону дагы текшерип башташты. Эгерде койдурган эмес болсо, узарткан эмес болсо, часть 3.1 18-8 статья менен выдворение кылып башташты. Ошондуктан бүгүн сиздерге бул боюнча профессионалдуу юрист Артем Аверянов так даана маалымат берет. Привет, друзья! Да, действительно, в ноябре 2021 года был подписан приказ министра МВД России, который регламентирует порядок продления срока пребывания иностранных граждан на территории России, в частности, граждан Кыргызстана. Что там написано? Теперь любой гражданин Кыргызстана, который пребывает на территории России, должен в течение 90 дней, который ему установлен законом срок, пройти медосвидетельствование, дактилоскопию, стать на миграционный учет, то есть регистрацию себе получить и официально устроиться. До истечения 90 дней по месту регистрации гражданин должен подать заявление в произвольной форме в тот территориальный орган МВД, где он зарегистрирован. То есть это Алтуфьево, в Алтуфьево подает, на Таганке в Таганский. Что должно содержать заявление? Фамилия, имя, отчество лица. Прикладываются к этому заявлению все копии, все листы паспорта, копия трудового договора и адрес регистрации. После чего в течение 3 суток сотрудники полиции рассматривают это заявление, и на оборотной стороне миграционной карты ставится печать о том, что срок временного пребывания продлен. Сейчас в Москве будет делать только так. Поэтому сейчас пошел просто вал обращений, вал решений судов о привлечении граждан Кыргызстана к такой ответственности, которые не продлили срок своего пребывания официального. Для чего это делается? Многие задают вопросы. Во-первых, это выявляются те граждане, которым уже какими-то иными органами был поставлен запрет. Будь то Роспотребнадзор, либо там таможенная служба, ФСБ и другие органы. Кроме того, выявляется в том числе и поддельная регистрация. Многие и звонят нам, и обращаются, и показывают регистрацию, которая вызывает, так скажем, сомнения в подлинности. Поэтому очень важно, и мы в каждом об этом видео говорим, чтобы регистрации и все документы, которые у вас были официальные от государства, были достоверными, были оригинальными и официальными. Во-первых, вы избежите всех проблем с законом, а их, поверьте, очень много. Во-вторых, вы сами себя обезопасите от возможных санкций со стороны государства. Здесь не нужно бояться, паниковать, нужно лишь действовать все в рамках закона. По поводу сроков немножко сориентирую поподробнее. Условно, чтобы вам было понятно. Если человек въехал 1 апреля, 1 марта, у нас сейчас март месяц, 1 марта он въехал, до 1 апреля он должен стать дактилоскопию, получить регистрацию и пройти Сахарова. После чего март, апрель, май и до конца мая он должен подать заявление в отдел полиции о продлении трудового договора. Это либо трудовой договор, либо договор гражданского правового характера. Он продлевается до года с момента въезда. То есть 1 марта 2023 года вы въехали, подали уведомление, вам поставили печать до 1 марта 2025 года. И тогда никаких проблем нет. Раньше суды по-другому трактовали и придерживались той позиции, которую мы избирали. Потому что срок пребывания определяется трудовым договором ЕАЭС. Сейчас же немножко пошла практика, по крайней мере в Москве, совершенно другая, с которой мы уже сами не согласны, но в то же время наше согласие никак нам не помогает, так как мы будем бороться еще дальше. У нас впереди еще предстоит обращение в Верховный суд России, также по нашим клиентам, которые столкнулись с изменением практики. И кроме того, мы также подготовили обращение в Генеральную прокуратуру о разъяснении данных норм закона. Каким законом, каким приказом нужно регламентироваться в том или ином случае. И уже после получения всех мотивированных ответов мы вам сообщим и проинформируем,
о тех действиях, которые необходимо предпринять, чтобы не столкнуться с проблемой с законом. Демек мекендештер өзүңүздөр уккандай эле бул сөзсүз түрдө бул нерсени жасаш керек экен, миграционный картаны узартыш керек экен. МВДга кайрылып, арыз менен миграционный картанын артына печать койдуруш керек экен. Кыргызстандын жараны Россия Федерациясына киргенден кийин биринчи эле 30 күндүн ичинде регистрацияга туруш керек. Ошол эле 30 күндүн ичинде Сахаровдон барып өтүш керек. Медицинское свидетельствование, дактилоскопия, фотографированиеден. Анан 90 күндүн ичинде трудовой договор же договор ГПХ алып, официалдуу түрдө иштеш керек деп. Эми ошол 90 күндүн ичинде регистрацияңыздар кайсыл жерде болсо, ошол жердин, ошол райондун МВД ОВМге барасыздар. Ал жерден арыз жазып, трудовой договоруңуз менен миграционный картанын артына МВДдан печать койдуртуп, өзүңүздөрдүн Россияда жүрүүңүздөрдү узартасыздар, мындайча айтканда. Пайдалуу маалымат менен Россияда мекендештериңиз менен бөлүшүп, жана сиздерге түшүнүктүү болдубу, түшүнүксүз болгон болсо кандай суроолоруңуз бар, комментарийге жазып кетсеңиздер болот.